На ТНВ новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. Эффект коронавируса, детские сады в пригородах, школьное воспитание, ставки по ипотеке и по каким критериям берут на работу в правительство. Об этом сегодня говорили на традиционной встрече Рустама Минниханова с российскими и республиканскими журналистами в преддверии Международного женского дня. Главной темой прямого диалога стали пандемия, вакцинация, социальные гарантии и дети. Говоря о федеральной поддержке, по мнению Рустама Минниханова, программа льготной ипотеки должна быть продолжена. А вот школьную систему воспитания президент республики сегодня подверг критике. Мы у школы требуем результаты ЕГЭ и все остальное. Все остальное, кого мы воспитываем, кто оттуда вышел, какие у него склонности. И вопрос 10. Это самая большая ошибка. Надо возродить системную работу классных руководителей, чтобы не каждый год он взял классное руководство там, с 5 класса и до конца доводил. С родителями работал, с ними работал. Говоря о школьных проблемах, Рустам Минниханов еще раз подчеркнул необходимость контроля питания. Это задача глав районов. В год всероссийской переписи населения без внимания не осталась и тема национальной самоидентичности. Президент отметил, что Татарстан многонациональная республика и важно беречь это наследие. Год родных языков – это не только татарский или русский язык. У нас много чуваш, много марийцев, много удмуртов. Нам на примере Татарстана надо, так же как татарский мы говорим, надо учить, мы должны также относиться к удмуртскому языку, чувашскому. Наша страна, она многонациональная. Сегодня Рустам Минниханов принял участие в совещании с сенаторами и депутатами Госдумы России. Его провел председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин. Президент отметил, что республика принимает активное участие в федеральных целевых программах, что дает возможность получать поддержку. Он поблагодарил всех за работу и поставил задачу обеспечить участие республики в федеральных программах и национальных проектах, а также усилить законотворческую работу. Бориса Петрова отправили под домашний арест. Такую меру пресечения сегодня избрал Приволжский районный суд Казани. Гособвинение просило о заключении под стражу. По уголовному делу экс-руководителя Поволжского Ростехнадзора подозревают в получении взятки в особо крупном размере, без малого 1,5 миллиона рублей. Какие доводы сегодня приводили в суде обе стороны, услышал Дмитрий Аринин. Я заинтересован в объективном рассмотрении, потому что то, что я не предъявляю, для меня это полный нонсенс. Так бывшему руководителю Приволжского управления Ростехнадзора Борису Петрову инкриминирует получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2019 году подозреваемый с помощью посредника, на тот момент руководитель Челнинского территориального отдела Ростехнадзора Рената Хакимова, получил взятку в 1 400 000 рублей. Петров Борис Германович занимает должность руководителя Приволжского управления Ростехнадзора с целью получения взятки от представителя организации ООО «Энергоинжиниринг» разработал и применил преступную схему, в которую вовлек своих подчиненных. В частности, Петровым было выполнено следующее. Заведомо зная о том, что организация ООО «Энергоинжиниринг» выполняет подрядные работы на объекте заказчика на заводе ООО «ХР» Лаундри Машин Рус в городе Набережные Челны, дал своим подчиненным указания на всяческие воспрепятствования данной организации в получении разрешения на ввод электроустановки в эксплуатацию. Борис Петров, который в минувшем году покинул Ростехнадзор, свою вину отрицает. Я не знаю эти организации, которые называют, просто не знаю. И никаких указаний, как выдавать, так и не выдавать, я не давал, потому что сам порядок не предусматривает мое участие. Следствие при поддержке прокуратуры просило взять Бориса Петрова под стражу. Находясь на свободе, Петров может продолжать заниматься преступной деятельностью, воспрепятствовать предварительному расследованию, а также скрыться от органов предварительного следствия суда. Защита подсудимого с этим не согласилась. Прошу в удостоверении ходатайства следователя отказать. В случае, если суд посчитает необходимо избрать меру пресечения, прошу суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста с возможностью общения с детьми, посещения медицинских учреждений. Адвокаты указали и на плохое самочувствие клиента. В настоящее время я прошу вызвать скорую помощь в связи с тем, что у него очень плохое самочувствие, а также в связи с проверкой его самочувствия. Когда я выезжал из
следственного изолятора мне измерили давление. Оно было 315. Чувствую себя я плохо, если можно измерить. Вы можете продолжить сидя. Я вам разрешил уже сидя отвечать на вопросы. Да. Я готов сидеть. В итоге слушание продолжилось, и судья огласил меру пресечения. Такая мера пресечения, как содержание под стражей, может быть применена в исключительных случаях и при наличии достаточных оснований, прямо указанных в законе, находит ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Петрова необоснованным и подлежащим оставлению без удовлетворения. Вместе с тем, судья учитывает социальную опасность преступления, в совершении которого подозревается Петров, наступивший впоследствии риск воспрепятствования производства по делу. Данная личность подозреваемый приходит к выводу о необходимости избрания в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста. В итоге под домашним арестом Борис Петров будет до 1 мая этого года. Прокуратура уже собирается обжаловать решение суда. Сторона защиты пока не определилась. Довольны решением суда? Обдумаем пока еще. Будете обжаловать? Вот я сказала уже, мы обдумаем. Отметим, что по 290 статье Уголовного кодекса Борису Петрову грозит до 15 лет лишения свободы, а также штраф до 100 миллионов рублей. Дмитрий Арин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Кафе и ресторанам республики могут разрешить работать ночью. Как сообщили в Роспотребнадзоре, Рустам Минниханов дал им поручение рассмотреть возможность снятия запрета. Напомним, до этого больше 35 ресторанов обратились к президенту республики с просьбой разрешить им работу в вечерне-ночное время. Президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич дал поручение управлению Роспотребнадзора проработать этот вопрос. В настоящее время он в работе. Накануне специалисты Роспотребнадзора в аэропорту Казани выявили пассажира с признаками коронавируса. Турист прилетел самолетом из Занзибара. После госпитализации ему поставили диагноз двусторонняя пневмония. Все, кто контактировал с пассажиром, сейчас под медицинским наблюдением. Тем временем врачи продолжают работать в условиях риска. С начала пандемии в республике от ковида умерли 27 медработников. У 10 из них связь с профессиональной деятельностью отсутствует, у 8 связь с профессиональной деятельностью есть. Еще по 9 случаям продолжается целый ряд процессов. Положен ли отгул после вакцинации от ковида? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Жизни троих унес пожар в Альметьевском районе. В селе Кульшарипово сгорел частный дом. Сообщение о пожаре поступило в 3 утра. И, видимо, жильцы в этот момент крепко спали. Бревенчатый дом пожарные тушили 40 минут. На пепелище нашли тела мужчин. Выяснилось, что они были родственниками. Приходились друг к другу дядей и племянником. Личность третьего погибшего устанавливается. Все пили. Там не работающий. Погасили уже пожарные. Но горел, потом разобирали, она же мох горит внутри. Следователи уже назначили необходимые экспертизы, расследование причин трагедии на особом контроле прокуратуры. По итогам процессуальной проверки следственными органами в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это причинение смерти по неосторожности 3 лицам. Прокуратура признала это решение законным и обоснованным. У Союза писателей Татарстана с этого дня новый руководитель. Председателем выбран поэт, писатель, депутат Госсовета Республики Ракаил Заидулла. Его сегодня избрали на 19-м съезде Союза. Кандидатов было 4. Почему в бюллетенях оказалось только 2 фамилии? И какие задачи теперь стоят перед новым председателем, расскажет Вероника Гайнудинова. Съезд Союза писателей был запланирован еще на июнь 2020-го. Из-за пандемии его отложили. И сегодня в зале не все. Из-за ограничений часть была на видеосвязи. Так съезд впервые проходит на 3 площадках – Казани, Челнах и Альметьевске. Дата 19-го съезда совпала и со Всемирным днем писателей. Поздравительную телеграмму направил президент Рустам Минниханов. Рада, что Союз писателей Татарстана постсоветский период развития сохранил, значительно приумножил свой
творческий потенциал, став одной из самых представительных общественных писательских организаций России. Каждый из вас с глубокой философией жизни умеет чувствовать красоту родного языка, его литературное звучание. И все это вы умеете доносить до вашего читателя. Между двумя съездами многими были присуждены почетные звания. На повестке дня итоги пятилетней работы. Премии, литературные марафоны, чтения, литературные суды. Все, что сделано за эти годы. Вышли новые книги писателей Равиля Файзуллина, Разиля Валиева, Эльмиры Шарифуллиной, Марселя Галиева и других. В союз вступили 32 молодых писателя. Очень тяжелое время. Языковой барьер, вы знаете. Сегодняшний день высокие технологии считает. Интернет сегодняшний день диктует. Неизменное надо хорошо писать, талантливо надо писать. Надо писать те вещи, которые нужны людям. О национальном самосознании, о развитии, о сохранении в первую очередь, а потом уже о развитии языка, культуры. Одинаковые проблемы как для русских писателей, и для татарских писателей. Что это за проблема? Это всегда книга. Писатель должен держать в руках свою книгу. Сегодня в составе Союза писателей больше 300 человек. В структуру входят Альметьевская и Челнинская писательские организации. И главное сегодня – выборы нового председателя. Кандидатуры 4. Это Аркаил Зайтулла, Вахид Имамов, Рамис Аймет и Рафис Курбан. Во время представления своих программ Вахид Имамов и Рафис Курбан взяли самоотвод. До голосования в зале были бурные обсуждения. И у Аркаил Зайтуллы, и у Рамиса Аймета много сторонников, которым не безразлично, каким будет союз в сложное время. Тем более, эта организация имеет большую историю и свой вес в обществе. Голосование сегодня проходило тайно. За Аркаила Зайтуллу отдано всего 122 голоса. За Рамиса Аймета отдано всего 74 голоса. Председателем Союза писателей республики избран Аркаил Зайтулла. Он отметил, какими бы ни были взгляды и программа кандидатов, всех их объединяет одно – сохранение языка, культуры и лучших писательских традиций. Работа с молодежью в первую очередь, создать центр художественного перевода, какую-то программу создать, нам какие произведения нужны народу. Теперь председателю Союза необходимо сформировать свою команду и работать по новой программе. Вероника Гайнудинова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Могут ли мессенджеры и соцсети стать главным инструментом политической коммуникации? Этот вопрос сегодня обсуждали на онлайн-заседании экспертного клуба «Волга». Депутаты, интернет-технологи и популярные блогеры делились своим интернет-опытом. Кому-то из политиков соцсети практически заменили традиционные каналы общения – телефон, газеты и телевидение. А другие в работе предпочитают личные встречи со своими избирателями. Но и те, и другие ведут соцсети на постоянной основе. Мы со своей стороны используем соцсети для того, чтобы, как вы правильно сказали, достучаться, быть в одно касание от наших избирателей. Давайте не будем обманывать друг друга. Никому законотворческие инициативы в Инстаграме не нужны. В Инстаграме важно видеть, что вы хороший человек, что вы семьянин, что, я не знаю, вы бегаете по утрам, что там у вас есть любимая собака. Показать, что вы напрямую, без дистанции общаетесь с жителями. Вы смотрите на улицу, дождь идет. Вот интернет и сетевое пространство, это сегодня это стихия, да, это вот то, что за окном. Ты хочешь этого, не хочешь, тебе нравится, это не нравится, да. Это уже часть нашей повседневной действительности. А раз это часть нашей повседневной действительности, это часть нашей политической жизни. Обсудили и традиционные средства массовой информации. По данным ВЦИОМ, за последние несколько лет у россиян упало доверие к интернет-ресурсам. Им не доверяют больше 50% опрошенных. В то же время телевидению и газетам доверие больше, особенно местным. Хорошая новость для журналистов Татарстана. У регионального он повыше. Не радикально, но повыше. 51% доверяет. Вот этот некий ресурс, которым пока можно пользоваться. К другим новостям. Шаян ТВ попал в десятку самых популярных в топ-25 региональных каналов. Такие данные приводит популярный онлайн-сервис просмотра телепередач. Телеканал может похвастаться совокупным охватом зрителей почти в 15 миллионов человек. Это и телезрители, и сайт, и канал на YouTube, а с недавнего времени и ТикТок. А юные шаяновцы продолжают развивать контент и готовить новые проекты. Сегодня за работой их застал руководитель республиканского оператора связи Айрат Нуруддинов. Так юные ведущие провели с ним большое интервью, а блогеры показали гостю, как они производят контент для социальных сетей. Все с детства знаем, как монтировать, снимать сюжеты, делать
редакторов и режиссеров. Я действительно глубоко впечатлен, потому что прям дети искренне вовлечены в процесс подготовки контента, и я рад, что именно они растут, понимая новую сферу, новые медиа. Завтра в Казани откроется новый полилингвальный детский сад «Я сам» на 340 мест. А сегодня дошкольное учреждение с родителями посетил мэр Ильсур Метшин. Здесь малыши с помощью современного интерактивного оборудования будут изучать русский, татарский и английский языки, осваивать робототехнику и делать мультфильмы, а также в игровой форме учиться сортировать мусор. Напомним, в Казани в прошлом году построили 10 детсадов. В этом планируется возвести еще 8. Эш пешмак. Эш пешмакны яратасызмы? Ким sizga uyda эш pishmoq pishiradi? Әни, афарин, Карима сиңа? Тоже әни. Сиңа да әни. Ярый. Сәламәт булыгыз, яма балалар. А сейчас мы попросим вас взять в руки ручку и блокнот или телефон, чтобы сфотографировать информацию маленькому жителю Бавлов. Очень нужна помощь. А у 4-летнего Эльмира редкий диагноз. Его сердце расположено справа. Из-за такой аномалии малыш очень ограничен в своих возможностях. Не ходит в детский сад, почти с рождения живет на антибиотиках. Эльмир уже перенес несколько сложных операций. Сейчас помочь ему могут только зарубежные врачи. Собрать нужно 20 миллионов рублей. Номер телефона, указанный на экране, привязан к банковской карте мамы малыша. Давай, сыночек, померим давление. Эльмиру всего 4 года, но заботы совсем не детские. 2 раза в день мерят давление и сатурацию. У него редкий диагноз – аномалия и порок сердца. Дома ведем дневник всех, что пьем, сколько пьем. И раз в неделю еще кровь берем из пальца сами дома. Коагу-чеком пока мерим получается свертываемость крови, потому что мы на сильных препаратах. О том, что сердце малыша расположено справа, узнали еще при беременности. Уже после малышу сделали несколько операций. К тому же Эльмир родился без селезенки. Малышей с таким диагнозом в республике единицы, говорит его бабушка. У него руки, ноги холодные, губы синеют. Ему, например, всегда одеваться надо ходить. Он потеет сильно. У него одышка бывает. 3 года назад в Казани ему сделали сложную операцию. Сейчас нужна 2-я. Но татарстанские врачи не берутся из-за возможных осложнений, но могут помочь в США. У него клапан начал сильно протекать, и из-за этого 2-й этап не получается сделать. И попробовали они наши документы отправить в Бостон. С Бостона пришел положительный ответ. Они нам предложили анатомическую коррекцию сердца. А это стоит больше 19 миллионов рублей. Для семьи Шагвалиевых это неподъемная сумма. Сейчас папа Эльмира уехал на заработки в Сибирь. На продажу выставили и машину. Но такую сумму все равно не собрать. 19 миллионов увидели мы вообще потерялись, потому что мы все... Люди рабочие, простые. Семья через соцсети попросила помощи. Собрали уже 3 миллиона рублей. Поддержать Эльмира можете и вы. Реквизиты на экране. Благотворительные фонды пока не могут помочь. Очень много детей в очереди. Эльмир мечтает выздороветь и стать врачом, чтобы в будущем помогать таким же ребятам. Филюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Бавлы. Для развития детско-юношеского волейбола в районах нужны квалифицированные специалисты. Взять этот вопрос на особый контроль поручил президент Федерации волейбола Республики Фарид Мухаммедшин на итоговой конференции. Сейчас более 38 тысяч татарстанцев занимаются этим видом спорта. Особое внимание уделяется развитию пляжного волейбола и волейбола на снегу. А в следующем году Казань готовится принять чемпионат мира. Появилась школьная волейбольная лига, студенческая волейбольная лига активизируется. Есть временные трудности. В спорте всегда это бывает, переходного периода. Но мы рассчитываем, что и наши команды мастеров тоже вновь оказываются на пьедестале многих соревнований, которые в нашей стране приводятся. Республиканская федерация волейбола Республики Татарстан претендует на звание лучшей федерации региональной. Это не только по результатам команд, которые, безусловно, одни из ведущих клубов российских и в мировом волейболе очень высоко котируются. Это «Динамо Акбарс», «Зенит Казань». Сразу после нашего эфира старт плей-офф КХЛ. Пожелаем удачи Акбарсу. Ждем новый Кубок Гагарина. Всего вам доброго.
Здравствуйте! Новые порции теплого воздуха принесут осадки и усиление ветра. О погоде на 4 марта чуть позже. Милые дамы, компания «Данил Мастер» поздравляет вас с наступающим праздником весны и дарит беспроцентную рассрочку при заказе кухни или шкафа-купе. Звоните сейчас 20-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке, в Бугульме, Бавлах, Азнакаево во второй половине дня ожидаются обильные снегопады, температура сохраняется повышенной. Снежно и тепло будет и в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге. Столбики термометров покажут -1. На севере Татарстана, в Агрызе, Менделеевске, Актаныше облачно и снежно, местами метель, и 2 градуса со знаком минус. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтасе синоптики обещают снег, временами метель. Ночная температура -7, а днем потеплеет до -1. Обильные осадки прогнозируются и в Болгаре, Доржаном, Буинске. Температура воздуха около 0. В центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше температура повысится на несколько градусов, будет снежно. После небольшого послабления в морозах температура вновь устремится вниз, а осадков станет меньше. И еще одна интересная информация. Лечим варикоз быстро, без боли и без операции. Клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» на Достоевского, 40 в Казани. Клиника «Варикоза нет» на Достоевского поздравляет с праздником весны и весь март дарит прекрасным дамам красоту и здоровье. Прием флеболога с УЗИ вен всего 800 рублей и год наблюдения бесплатно. 212 20 40. Только до 7 марта успейте сдать старую шубу и получить большую скидку на новую. 1000 меховых изделий ждут вас. Шубный фестиваль проходит на Казанской ярмарке. О погоде в столице. В четверг в Казани ожидается облачная погода. Снег, во второй половине дня сильный, местами метель. Ночью -5, днем около 0. Ветер западный. Атмосферное давление в пределах нормы, влажность воздуха 87%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.